Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу нашей международной методической конференции. Завершающим работу нашего мероприятия станет кейс, который носит название «Практики наставничества в образовательной организации». И представят данные практики победители и призеры республиканского конкурса педагогического мастерства наставников и молодых педагогов. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что данный конкурс прошел у нас в институте совсем недавно. Мы подвели итоги и пригласили наших победителей и призеров поделиться опытом организации системы наставничества в своих образовательных организациях. Логика у нас выстроена следующим образом. Сначала мы заслушаем с вами педагога дошкольной образовательной организации, затем педагога образовательной организации из города Инты, дополнительное образование детей, каким образом там выстроена система наставничества, и организация среднего профессионального образования. Уважаемые коллеги, спикеров вы видите на слайде, и я хочу с удовольствием представить вам Ольгу Александровну Качайкину, воспитателя детского сада номер 20 города Устинска. Ольга Александровна вместе со своей коллегой стали призерами данного конкурса, они заняли 2-е место, и я думаю, что сейчас они с удовольствием представят опыт именно своего детского сада. Ольга Александровна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Совсем недавно я стала воспитателем детского сада, но перед тем, как стать воспитателем, я получила педагогическое образование. И придя в детский сад, я поняла, что для успешной работы педагогом в детском саду недостаточно иметь багаж педагогических знаний, умений, навыков. Как молодой педагог, пришедший в дошкольное учреждение, я столкнулась с рядом проблем. Адаптация в новом коллективе, в организации образовательной деятельности, написании планов, в грамотном применении знаний в практической деятельности. Этих и многих других проблем мне удалось избежать благодаря системной работе программы наставничества. Мне повезло, что я стала педагогом детского сада номер 20. В нашем детском саду давно практикуется своя система работы с молодыми педагогическими кадрами. За молодым специалистом закрепляется более опытный педагог. Выбираются те формы и методы, которые в конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста. Благодаря реализации программы наставничества у меня появился педагог-наставник Хизбуллина Резеда Мухаммед-Ханифовна. Мне кажется, что Резеда Мухаммед-Ханифовна является образцом того, каким должен быть настоящий педагог. С первых дней общения с ней я поняла, что передо мной профессионал своего дела. Четкий выработанный план работы, умение добиваться поставленных целей, самоотдача. Она стала для меня не только человеком, который может поделиться опытом своей работы в дошкольном учреждении, но и мудрым советчиком, верным другом, готовым в любой момент прийти на помощь. Наша работа как молодого специалиста и наставника состояла из нескольких этапов: адаптационный, реализационный, аналитический. Первый адаптационный этап. На первом этапе мы разобрали, какие трудности в профессиональной деятельности я испытываю. Вместе с наставником изучили нормативно-правовую базу, я ознакомилась с документацией. Мы разработали план работы молодого специалиста и наставника. Резеда Мухаммед-Ханифовна оказала помощь в составлении календарно-тематического планирования, обратила внимание на специфику проведения образовательной деятельности, требования к ведению документации, формы и методы организации игровой деятельности, механизмы использования дидактического, наглядного и других материалов. Для каждого молодого специалиста наставником разрабатывается индивидуальный план, в котором отображается содержание деятельности, сроки проведения и форма отчетности согласно годовым задачам. Второй этап – вхождения в профессию, реализационный.
включал в себя оказание помощи в профессиональном совершенствовании и коррекции затруднений. Мы использовали разнообразные формы и методы работы, способствующие повышению моей профессиональной компетенции. Я посещала педагогические советы, семинары практикумы, круглые столы, мастер-классы, начинала накапливать материал для составления портфолио. Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация. Следовательно, наставник должен быть терпеливым и целеустремленным. Учитель и ученик растут вместе, говорил древний китайский мыслитель и философ Конфуций. Вместе мы научились организовывать образовательную деятельность, делиться опытом по вопросам методики проведения организационной образовательной деятельности. Совместно с Резгой Мухаммедханифовной наблюдали за детьми в свободной деятельности, обсуждали, делали записи. Мы познакомились с формами и методами организации совместной деятельности воспитанников с воспитателем. Я ознакомилась с методикой организации дневной прогулки. Также мы разработали механизм использования дидактического, наглядного и других материалов. Составили список учебно-методического материала. Вместе оформляли развивающую предметно-пространственную среду в группе. Мы уделяли внимание использованию здоровьесберегающих технологий во время занятий и режимных моментов. Подобрали дидактические игры, оформляли картотеку подвижных игр. Проводили дни здоровья, совместные праздники, спортивные мероприятия. Большое внимание уделяли вопросам работы с родителями. На третьем этапе, аналитическом, проводился сбор и анализ результатов моей работы как молодого педагога. По завершению третьего этапа подводились итоги и зачитывались на педагогическом совете. Также я подтверждала свою педагогическую компетенцию через показ открытых занятий и участие в методических мероприятиях. Так как мы работали в старшей группе, заметили, что от того, насколько благоприятно складываются отношения воспитанников в детском коллективе, зависит психологическое состояние и в дальнейшем умение активно взаимодействовать друг с другом, договариваться, искать компромиссы в процессе выполнения совместной деятельности, воспринимать и понимать других людей. Еще тогда мы поняли, что нам, воспитателям, работающим с детским коллективом, важно учитывать в своей работе степень сплоченности конкретной группы детей. И мы задумались о том, что через 2 года детям нашей группы предстояло пойти в школу, и для успешной адаптации в новой среде детей нужно было подготовить заранее. Современные условия требуют от детей умения работать в группе и в команде, и для этого нужна система. Лев Семенович Выгодский сказал, что игра является самым ведущим инструментом для сплочения коллектива. Поэтому в своей профессиональной деятельности мы начали активно использовать технологии тимбилдинга. Она способствует сближению детей, улучшению микроклимата в группе. Тимбилдинг в переводе с английского обозначает построение команды. Мы считаем, что он способствует формированию коллектива. Через игры и игровые упражнения учатся взаимодействовать и договариваться друг с другом, устанавливать контакты, объединив идеи, внимание и усилия всей команды для достижения общей цели. В современном мире дети мало контактируют друг с другом, они больше погружены в виртуальный мир, поэтому им трудно устанавливать контакты со взрослыми или сверстниками. Создание детской команды проходило в несколько этапов. На первом этапе мы применяли технологии, способствующие формированию совместной деятельности детей. Утренний круг или детский совет. Совместная продуктивная деятельность с последующим обыгрыванием. Эти технологии формируют у детей радость, взаимодействие в детском сообществе.
На втором этапе, когда дети начинали проявлять свои организаторские умения, вводили командные игровые технологии, направленные на формирование у детей коммуникативных навыков, внимания и эмпатии к сверстникам. Большое значение при формировании детской команды играют грамотно вброшенные педагогом проблемные ситуации. Для преодоления детьми условно созданных сложностей применяются технологии, направленные на самоопределение детей в эмоционально напряженной ситуации, принятие собственного решения без участия взрослого. В старшем дошкольном возрасте центром внимания становится развитие инициативы, самоорганизации и самоконтроля. Начинается этап формирования игр с правилами. Среди игр с правилами достаточно много таких, которые можно включить в себя и тимбилдинг. Используем в практике квест-игры, игры путешествия. Главное не планировать целью победу, а делать акцент на достижение результата всей команды. Совместные игры требуют умений договариваться друг с другом, понятно излагать свои мысли. Владеть коммуникационными умениями помогает и специально оборудованная игровая среда. Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться в подгруппы или команды по общим интересам. Конструирование, рисование, ручной труд, театральная игровая деятельность, экспериментирование. Наполнение и построение развивающей среды должно быть ориентировано на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором – уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, предложить помощь или пройти мимо проблемы сверстника. Среда является таким центром, где зарождается основа для сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. Упражнения тимбилдинга построены так, что участник не может сделать их в одиночку. Примеры тимбилдинга используются во время организации игровой деятельности, во время прогулок, организации режимных моментов, различных видов образовательной деятельности. Таким образом, тимбилдинг помогает подрастающему поколению добиться успеха и достигнуть поставленных целей не только в дошкольные годы, но и в течение всей жизни. Я считаю, что использование в дошкольном учреждении системы наставничества позволяет нам, молодым воспитателям, быстро адаптироваться к работе, почувствовать уверенность в своих силах, убедиться в правильности выбора профессии, наладить плодотворное сотрудничество с коллегами, проявить себя грамотными педагогами. А еще не меньше пользы приносит эта система и наставникам. Ведь работа с молодыми специалистами помогает повысить свою профессиональную компетенцию, стараться следить за новинками методической литературы, участвовать в педагогических конкурсах, конференциях, вебинарах, использовать в работе инновационные технологии, приобретать новые взгляды на развитие и воспитание детей. У меня все. Спасибо огромное, Ольга Александровна. Спасибо за то, что нашли возможность сегодня представить нам ваш опыт. Для нас это очень важно и значимо. Спасибо, Ольга Александровна. Надеемся, что вы и в дальнейшем будете участвовать в наших конкурсах и делиться своим опытом. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы с вами работаем дальше. Я предоставляю слово Светлане Александровне Ягановой, учителю иностранных языков английского языка гимназии номер 2 города Инты. Светлана Александровна нам представит опыт наставничества как эффективного способа развития профессиональной мотивации молодого специалиста из опыта работы наставнической пары. Уважаемая Светлана Александровна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги.
Благодарю организаторов за приглашение принять участие в работе международной конференции «Эффективный учитель для эффективной школы». Меня зовут Яганова Светлана Александровна, я учитель английского языка и наставник Косолаповой Анны Сергеевны, учителя французского и английского языков муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия номер 2» города Инты. Сегодня у меня есть прекрасная возможность поделиться с вами своим опытом наставничества, представляя его как эффективный способ развития профессиональной мотивации молодого специалиста. Почему тема наставничества так актуальна сегодня? Отвечая на этот вопрос, придется озвучить удручающие цифры статистики. К сожалению, 50% молодых учителей, окончивших педагогические вузы и пришедших на работу в образовательной организации, покидают школу в первые 5-7 лет своей работы. Причины, по которым это происходит, очевидно различные, но можно с уверенностью сказать, что одной из основных причин стало отсутствие на их профессиональном пути хорошего наставника, который бы четко представлял, что необходимо и для чего необходима наставническая деятельность. Итак, какова же цель наставничества? Собственно говоря, это создание условий, способствующих успешной адаптации, самореализации, повышению уровня профессионализма, личностному развитию наставляемого, а также устранению или минимизации тех факторов, которые препятствуют развитию. Как мы видим, цель довольно объемная и многоэтапная. Мне, как наставнику, необходимо было сделать так, чтобы молодой учитель остался в школе и захотел стать настоящим профессионалом своего дела. Как же этого добиться? Решение кажется довольно простым. Необходимо создать все условия для формирования профессионального самосознания и самоидентификации молодого учителя и найти подходящего наставника, который был бы готов потратить огромное количество времени и усилий на то, чтобы помочь наставляемому развиваться и успешно реализовать вышеуказанную цель. Каково же мнение молодых учителей по отношению к наставникам? По мнению молодых учителей, наставник должен быть интересным, высококультурным, разносторонним и постоянно развивающимся не только в стенах школы профессионалов. Каким же действительно должен быть эффективный наставник и совпадает ли мнение молодых учителей с существующими критериями, которые предъявляются к наставнику? Итак, критерий 1. Постоянное совершенствование своего профессионализма. Что касается меня, то за последние 3 года мною пройдено более 1200 часов курсовой подготовки предметной и общей методической направленности, в том числе и по вопросам наставнической деятельности. Критерий 2. Творческий подход к работе с молодым учителем. Да, мы применяем оригинальные решения. Да, мы участвуем вместе в нестандартных проектах, о которых я скажу чуть позже. Критерий 3. Владение и использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Здесь необходимо сказать, что наше взаимодействие в наставнической паре носит реверсивный характер, и все, что знаю в этой области я, делюсь с Анной Сергеевной. В свою очередь, Анна Сергеевна обучает меня тому, что знает и умеет она. Критерий 4. Обладание такими качествами, как индивидуальный творческий почерк, коммуникативность, самокритичность, организаторские способности, тактичность и гуманизм. Ну, вроде бы со стороны кажется, что я отчасти соответствую этому критерию. Критерий 5. Авторитетность, выражаемая в признании учеников, их родителей, а также коллег. Собственно, на слайде вы видите аккумуляцию всех этих прилагательных, которые являются критериями выбора наставника. Приходится констатировать, что одного богатого педагогического опыта и желания им делиться современному наставнику для молодых учителей явно недостаточно. Итак, у нас есть соответствующий критерий наставник, четко понимающий цель своей деятельности. В реализации своей цели наставнику могут помочь разные формы наставничества, какую же форму наставничества выбрать для реализации задуманного. И что выбирала наша наставническая пара на своем пути. Перед вами слайд, показывающий разные формы наставничества. И я потихонечку поясню, что они означают, и поясню, что мы использовали, а что нет, и по каким причинам. Итак, первое, вы видите перед собой shadowing. Что касается перевода с английского языка, то shadow – это тень. И здесь мы с вами понимаем, что функции наставника – это, пожалуй, дикторские, а функция наставляемого – следовать за наставником и слушать, и видеть, и увидеть все, что нужно. Ну и, собственно говоря, в ситуации школьной, и почему мы не использовали эту форму наставничества, сделать это невозможно, поскольку мы все ведем уроки, у нас есть серьезная нагрузка, и сделать из наставляемого тень, в общем, невозможно.
Когда же это, в принципе, возможно, на мой взгляд, в ситуации, когда студент приезжает на практику в школу, часов у него еще нет, нагрузки, которые мы с вами измеряем, да, часами, и, соответственно, у него есть возможность везде и всюду следовать за своим наставником, то есть быть его тенью. Вторая ступень, как бы баддинг, да, с английского buddy переводится приятель. Что имеется в виду здесь, в этой форме наставничества? Интересно то, что здесь наставником может быть абсолютно разные работники, которые есть в образовательной организации, вплоть до, собственно, директора школы, если это необходимо. Главное, большое желание бадди, то есть приятеля, такой статус, да, здесь приобретает наставник, рассказать о том, как функционирует организация, какие здесь есть, ну, собственно говоря, возможно, положительные стороны, возможно, отчасти, может быть, немного отрицательных сторон. Да? Он рассказывает вплоть до того, как включается микроволновка, как включается кофеварка и, в общем, где запасный выход. Почему мы не использовали эту форму наставничества? По одной простой причине, что некоторое количество лет назад Анна Сергеевна была моей ученицей, затем она закончила школу с золотой медалью, окончила педагогический университет в Сыктывкаре с красным дипломом и вернулась в родную школу. И рассказывать ей о том, как включается, собственно, микроволновка, где запасный выход, не было никакой нужды, собственно говоря. Да? Переходим к следующему нашему старту для того, чтобы начала формироваться наша наставническая пара. Это вы видите перед собой коучинг. Какая здесь, как расставлены акценты? Здесь акценты расставлены на краткосрочных задачах. Коуч выявляет проблемы, задает вопросы, делится своим профессиональным опытом и ставит задачи и дает обратную связь. Собственно, и устанавливает пути обучения. Для нас это стало стартом по одной простой причине, что Анна Сергеевна была участником муниципального этапа конкурса «Учитель года», и я, в свою очередь, вошла в творческую группу, которая оказывала методическую помощь и поддержку молодому специалисту. И в этой работе наша пара наставническая сложилась, и мы, собственно, продолжили дальше движение по разным формам, дойдя до менторинга, который нас очень привлекает, и я чуть позже, да, скажу почему. Вы видите тьюторинг, и дальше я остановлюсь на скаффолдинге, поскольку scaffold с английского переводится «опоры», и что для нас стало опорами в нашей работе и чему мы в совместной нашей работе научились. Мы изучили огромный спектр графических органайзеров, который существенно упростил запоминание, усвоение, анализ и применение материалов урока, собственно, благодаря возможности визуализации. И, наконец-то, менторинг. Вот на данный момент это наша форма, потому что она включает очень много аспектов взаимодействия между нами, от тренировки, мотивации, совета, поддержки. Я как наставник делюсь профессиональным опытом и не только, но здесь в менторинге включен такой аспект, как и возможность и умение делиться жизненным опытом со своим наставляемым. Кроме того, ментор определяет направление развития и делает акцент на долгосрочное развитие личности. Каких результатов смогла достичь Анна Сергеевна благодаря взаимодействию в наставнической паре? Она стала призером республиканского конкурса педагогического мастерства «Первые шаги», стала призером муниципального конкурса внеурочных занятий, дважды становилась победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года», и особым достижением мы считаем лауреатство в республиканском этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года России» в 2021 году. Кроме того, Анна Сергеевна является активным участником муниципальных проектов, которые придуманы и реализованы мной как наставником. Это лингвистический калейдоскоп, экспресс-экзамен по английскому языку, музыка без границ, поэзия без границ. Все эти проекты муниципальные, мы вместе принимаем в них участие. Кроме того, мы совместно участвуем в проведении новогодних представлений для наших учащихся, для учащихся гимназий, и входим в состав рабочей группы по проведению ежегодного отчетного концерта. Совсем недавно, в апреле 2022 года, наша наставническая пара стала призером республиканского конкурса педагогического мастерства наставников и молодых педагогов.
Подводя итоги работы нашей наставнической пары, хочется сказать, что мне, как наставнику, удалось достичь главного. Молодой специалист Анна Сергеевна Косолапова работает в стенах родной гимназии и находится на пути к тому, чтобы стать настоящим профессионалом. Это дает мне, как наставнику, с одной стороны, повод для того, чтобы испытать удовлетворение от результатов нашей работы, прошедший несколько этапов, пришедший к реверсивному характеру в наставничестве. А с другой стороны, хочется выразить надежду на то, что, являясь долгосрочным проектом, от ступени менторинга мы сможем перейти к следующей форме наставничества под названием супервизия. Спасибо за внимание. Уважаемая Светлана Александровна, спасибо огромное. Очень кратко, доступно, понятно. Действительно, вот представленная система наставничества, которую наши образовательные организации также могут брать на вооружение и применять уже на своем опыте. Светлана Александровна, надеемся, что в дальнейшем будете нас опять радовать своими трудами и своим опытом именно в области наставничества, как у вас там дальше развиваются события, какие новые мероприятия у вас запланированы в рамках вот такого сопровождения молодых педагогов. Светлана Александровна, спасибо огромное. Спасибо большое. Удачного вечера. Спасибо, спасибо огромное. Мы движемся дальше, уважаемые коллеги. Коллеги, мы продолжаем работу. Мы предоставляем слово нашей коллеге из Воркуты, Елене Викторовне Козориной, педагогу-организатору Дворца творчества детей и молодежи. Елена Викторовна представит нам свой доклад на тему «Как организовать наставничество в дополнительном образовании». Елена Викторовна, вам слово. Мы вас очень хорошо видим и слышим. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать участников семинара и поделиться готова с вами опытом по реализации целевой модели наставничества в учреждении дополнительного образования как наставник педагогов-организаторов. Надеюсь, мой опыт пригодится и для вашей работы. Сегодня найти готового специалиста, который смог бы приступить к работе без адаптационного периода или специально организованного сопровождения, буквально-таки невозможно. И наставничество является наиболее эффективным методом решения этой проблемы. Буквально секундочку. Сегодня наставничество становится неотъемлемым компонентом современной системы образования в силу следующих ключевых причин. Наставничество позволяет сформировать внутри учреждений дополнительного образования сообщество педагогов, учащихся и родителей, как избыточную среду для раскрытия потенциала каждого. Наставничество представляет собой канал обогащения опытом. Благодаря системе наставничества учреждения дополнительного образования становится центром возникновения разнообразных сообществ. Технология наставничества позволяет получить опыт, формировать компетенции и ценности быстрее, чем другие способы передачи, используя все каналы восприятия. Ролевые модели в рамках форм наставничества, реализуемых в муниципальном учреждении дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи города Воркуты, представлены на экране. Сегодня я в роли наставника педагогов-организаторов работаю по модели педагог-педагог. Опытный педагог, молодой специалист. Как вариант поддержки для приобретения молодым специалистам необходимых профессиональных навыков и закрепления на месте работы. Изучая различные практики наставнической деятельности, я выбрала для себя наиболее оптимальный вариант техник наставничества, разработанный в 1995 году зарубежными исследователями, среди которых сопровождение. То есть наставник берет на себя обязательство предоставления наставляемому помощи. Посев. У наставляемого формируются компетенции, которые пока еще не актуальны, но приобретут ценность в дальнейшем. Катализация. Наставляемый погружается в среду изменений, провоцируя на расширение кругозора. Показ. Наставник на своем личном примере показывает определенные методики. Ну и, конечно же, сбор урожая. Это концентрируется наставник на налаживании обратной связи с наставляемым.
Работая в команде с наставляемыми, мы определили для себя следующие модели работы. Модель гуру и последователь. Данная модель наблюдается на первоначальном этапе совместной работы с наставляемым, когда сотрудник наблюдает, пытается подражать и запоминает все, что делает наставник. Есть ряд минусов, которые представлены на экране. Поэтому эту модель наставничества я стараюсь не использовать в своей работе. Модель мастер-подмастерье. Модель будет идеальной с отзывчивым учеником. Она предполагает равные пропорции кнута и пряника. И модель творческого тандема. Немногие наставники готовы к подобным отношениям, но благодаря особенностям нашей работы педагогов-организаторов данная модель стала для нас оптимальной. Я принимаю своих наставляемых как равного, позволяя им это почувствовать. Такой тандем работает совместно с разделением ответственности за результат, становясь единой рабочей единицей. Участвуя уже не первый год в программе наставничества, я изучила ряд форм взаимодействия наставников и наставляемых, которые представлены на экране. Данные формы я использую в разное время с целью решения различных задач. Так, например, индивидуальное наставничество идеально подходит для написания сценариев воспитательных мероприятий, составления индивидуальных планов работы наставляемого, работа по самообразованию. Групповые формы работы хорошо подходят для методической работы. Виртуальная форма – это создание общих бесед, групп в социальных сетях с целью получения актуальной информации. Реверсное наставничество также использую в практике, потому что не только наставник может поделиться своим опытом, но и наставляемый может помочь с вопросами новых тенденций технологий. На экране представлены современные технологии наставничества. Выбор каждый раз конкретных форм, методов, технологий самой наставнической работы является строго индивидуальным выбором наставника и зависит как от возрастных и личностных особенностей наставляемого, так и от личных и профессиональных предпочтений самого наставника. В ходе реализации программы наставничества наставник обязан помогать разрабатывать индивидуальный план развития наставляемого. В соответствии с программой наставничества лично встречаться с наставляемым, выявлять и совместно устранять допущения ошибок, передавать наставляемому накопленный опыт, личным примером развивать положительные качества наставляемого. Также наставник имеет право привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в вашем образовательном учреждении, выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого. Быть наставником – это значит обладать рядом качеств, таких как уверенность в себе, стрессовая устойчивость, коммуникабельность, толерантность, ответственность, непредвзятость, пунктуальность, лидерство, компетентность. Важно помнить, что работа наставника – это работа с группой людей. Нужно быть готовым к нестандартным ситуациям и обладать способностью найти положительный выход из них. Я являюсь наставником 2 педагогов-организаторов Дворца творчества детей и молодежи. Мы работаем по форме педагог-педагог. Прежде всего была определена основная задача нашей работы. Это взаимодействие наставника с наставляемым. Это ускорение профессионального роста молодого педагога. Мы договорились взаимодействовать не только в своих парах, но и организовывать совместные встречи, как очные, так и заочные. Для этого была создана беседа в социальных сетях, в которой можно посмотреть актуальные темы, обсудить возникающие в процессе выполнения вопросы. Одним из моих наставляемых является педагог-организатор Амелина Мария Викторовна, выпускница Дворца творчества детей и молодежи. Ее стаж работы во дворце всего составляет 8 месяцев. Одной из главных задач для нас стало изучение современных форм воспитательных мероприятий. Благодаря совместной работе педагог активно применяет полученные знания на практике. Разработаны сценарии воспитательных мероприятий учрежденческого, муниципальных уровней по направлению деятельности Российское движение школьников и уже имеет положительные результаты своей деятельности. Еще один мой наставляемый – это педагог-организатор Любовь Андреевна Харьковская. Стаж работы 2 года и 8 месяцев. Результатом участия в программе наставничества педагога-организатора является способность грамотно проектировать, моделировать, прогнозировать и планировать воспитательную деятельность с детьми, учитывать в своей работе воспитательный потенциал среды, привлекать социальных партнеров, заинтересованных в эффективных результатах воспитания подрастающего поколения, а также адекватно оценивать и анализировать результаты воспитательной деятельности. Сегодня мы работаем над изучением современных платформ и приложений, необходимых для работы педагога-организатора. Также в ходе реализации программы наставничества во Дворце творчества детей и молодежи мной и Любовью Андреевной был разработан workbook. Более подробно про эту методическую разработку расскажет моя наставляемая Любовь Андреевна.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотелось бы презентовать наш воркбук наставника и наставляемого. Воркбук – это рабочая тетрадь, заполненная практическими задачами с пустым пространством, чтобы ответы можно было записать прямо в книге. Главный плюс состоит в том, что вы можете создать свой собственный воркбук, исходя из ваших личных предпочтений и запросов. Мы поделимся тем форматом, который стал удобным для нас. На первых 2 страницах заполняются данные о наставнике Елене Викторовне и о наставляемом, обо мне, позволяющие нам узнать педагогические цели, профессиональные мечты и наиболее значимые достижения друг друга. Страница 4 заполнена информацией о функциях и задачах наставника. Не могу не отметить, что воркбук наполнен полезной теоретической частью, мотивирующими высказываниями великих деятелей, кластерами с компетенциями, советами начинающему наставнику, описанием набирающей популярность методики смарт-целей. На странице 10 вы можете увидеть сформулированные нами смарт-цели, которые я, как наставляемый педагог-организатор, хочу достичь в течение ближайших 3 месяцев. На странице 11 представлен способ создания оригинальной темы выступления от Ирины Плеткевич, и при помощи прочитанных советов мы с наставником тренировали умение придумывать интересные формы мероприятий и темы для бесед с учащимися, которые вы сможете увидеть. Наш воркбук – это не только планер, это целый кладезь интересных знаний. Так, на странице 14 представлены упражнения для развития креативности, основанные на методах Леонардо да Винчи и Пикассо, основная суть которых – разбудить креативность посредством графического воплощения идеи. Страница 16 посвящена теме «Как создать наставляемому оптимальную обстановку для роста», состоящая из 10 пунктов. Далее представлена краткая выдержка с простыми, но важными истинами «Научи меня искусству маленьких шагов». Страница 18 посвящена плану индивидуальных и групповых встреч наставника и наставляемого на полгода. Ежемесячно Елена Викторовна проводит тематические встречи со мной и вторым наставляемым Амелиной Марией Викторовной, которые представлены в воркбуке. На странице 20 представлен метод свод-анализ, оценивающий в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании, в нашем случае на развитие педагога. Вы можете увидеть нашу работу по методу свод-анализ, в ходе которой мы проанализировали мои сильные и слабые стороны, угрозы и возможности, исходя из поставленной смарт-цели. Данный метод помогает людям, особенно с повышенной тревожностью, осознать, что любая трудность становится менее пугающей, когда ты заранее готов с ней столкнуться и нашел пути ее решения. Следующие 3 страницы – это планер наших совместных мероприятий с марта по май. Здесь представлены концерты, акции, беседы и другие важные события, в которых мы принимаем участие с наставником в качестве организаторов, сценаристов, дежурных или помощников. Страница 25 наполнена различными педагогическими идеями, начиная от современных форм проведения мероприятий, заканчивая списком цифровых платформ-помощников, которые смогут разнообразить деятельность педагога-организатора. В заключение выступления хочется отметить, что мы стабильно пользовались воркбуком в нашей работе в течение учебного года. При помощи фиксирования успехов, затруднений, целей и планов у нас есть наглядный итог работы за год. Мы видим результаты и понимаем, над чем нам стоит работать в дальнейшем. Спасибо за внимание. Ну, я продолжу выступление. И хочу сказать, что наставничество способствует повышению качества подготовки и квалификации сотрудников, развитию профессиональных компетенций педагога, передаче ценного опыта, получению своевременной помощи на этапе интеграции в коллективе, снижению риска профессионального выгорания наиболее опытных педагогов, укреплению профессионального сотрудничества всех членов коллектива. Но какая польза может быть наставнику от наставничества? Все-таки это перспективы карьерного роста, это признание заслуг и повышение статуса, репутация профессионала и доверие коллег, развитие навыков управления, участие в формировании команды, систематизация имеющегося опыта, возможность увидеть новые пути решения типовых задач и, конечно же, обратная связь. Коллеги, давайте помнить, что наставник – это секретное оружие самых успешных людей на планете. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, спасибо огромное вам за то, что вы сегодня смогли подключиться, нашли возможность профессиональную представить свой опыт. Действительно, очень интересный, уникальный опыт. Очень жаль, конечно, что вы не смогли приехать к нам в Сыктывкар и поучаствовать в конкурсе очно, но вот сейчас мы понимаем, что какой качественный, интересный продукт был создан. Поэтому, уважаемая Елена Викторовна, спасибо огромное. Спасибо вам.
Коллеги, у нас осталось еще одно выступление. Предоставляем слово Татьяне Николаевне Врублевской, преподавателю Сыктывкарского политехнического техникума. И Татьяна Николаевна нам представит опыт организации системы наставничества в организации среднего профессионального образования. Татьяна Николаевна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Врублевская Татьяна Николаевна. Я являюсь преподавателем иностранного языка Государственного профессионального образовательного учреждения среднего профессионального образования Сыктывкарский политехнический техникум. Я являюсь наставником молодого педагога, преподавателя иностранного языка Габовой Анастасии Андреевны. И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, как реализуется система наставничества в нашем техникуме. Ну, хотелось бы сначала сказать про наставничество в общем, да, что это такое. Уже много было про него сказано, но немножко повторюсь. Наставничество – это один из способов образования личности, передачи знаний, умений, навыков от более опытного и знающего педагога, предоставление менее опытному или начинающему педагогу помощи, совета, оказания необходимой поддержки в профессиональной адаптации, способствующие повышению профессиональной компетентности. Это не связанный с прямым руководством процесс влияния одного человека на другого, а и взаимосвязь на условиях конструктивных взаимоотношений и продуктивного партнерства. Согласно положению о наставничестве Сыктывкарского политехнического техникума от 2019 года. Целью наставничества в нашем учреждении является оказание профессиональной поддержки и практической помощи начинающим педагогическим работникам в их профессиональном становлении, а также успешной и быстрой адаптации к профессиональной деятельности в условиях максимально эффективного использования кадрового потенциала техникума. Основными задачами наставничества являются ознакомление с деятельностью педагогического коллектива техникума, особенностями работы в системе среднего профессионального образования, адаптация к корпоративной культуре, усвоение правил поведения и лучших традиций коллектива техникума, сознательного и творческого отношения к выполнению обязанностей педагога, привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности, а также ускорение процесса профессионального становления педагогических работников и развития способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них обязанности по занимаемой должности. Наставляемым является педагогический работник, имеющий трудовой стаж педагогической деятельности в образовательных организациях от 0 до 3 лет или со специалистами, назначенными на должность, по которой они не имеют опыта работы. Наставником может быть наиболее подготовленный педагогический работник, имеющий стаж работы по специальности не менее 5 лет, первую или высшую квалификационной категории, обладающие высоким уровнем профессиональной подготовки, практическим опытом, коммуникативными навыками и гибкостью в общении, имеющие опыт воспитательной и методической работы, стабильные показатели в педагогической деятельности, способность и готовность делиться профессиональным опытом. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий в нашем техникуме. Также кандидатуры согласовываются с заместителями директора по учебно-производственной работе, по воспитательной работе и утверждаются приказом директора. Согласно положению о наставничестве, моя деятельность как наставника осуществляется по следующему алгоритму. Первый этап, да, это естественная диагностика затруднений начинающего педагогического работника. Диагностика проходит обычно в начале взаимодействия наставника и наставляемого, это сентябрь месяц. Да? Дальше мною составляется план работы наставника на учебный год с учетом выявленных затруднений. Реализация плана работы происходит в течение учебного года, да, с сентября по июнь. Каждый месяц я должна, как наставник, предоставлять краткий отчет о деятельности согласно плану, и 2 раза в год я предоставляю отчеты о деятельности за первое и за второе полугодие. В любой профессии на начальном этапе профессиональной карьеры человек испытывает затруднения. И
от успешности адаптации зависит удовлетворение своей профессией, а в дальнейшем желание строить свою профессиональную карьеру. Профессиональная адаптация молодого педагога, особенно в первые годы работы, характеризуется очень высоким эмоциональным напряжением. Глубоко переживаются как неудачи, так и радость от первых самостоятельных шагов. На данном этапе большую роль играет наставник. Грамотно выстроенная работа наставника с молодым педагогом может помочь справиться с затруднениями. На начальном этапе взаимодействия наставником и наставляемого было проведено анкетирование, целью которого было выявить затруднения молодого педагога. На основании выявленных затруднений мной был составлен план работы с начинающим педагогическим работником, и основные направления деятельности представлены на слайде, они включают в себя. Первое – это содействие профессиональному развитию, то есть самообразованию, самосовершенствованию молодого педагога. Также организация работы с основной документацией – это изучение ФГОС, учебных программ, составление УМК, ведение отчетной документации. Методическое сопровождение молодого педагога, тематическое планирование организации учебных занятий, их анализ, планирование и организация внеаудиторных мероприятий по предмету, открытые уроки, посещение уроков других педагогов, методы и приемы работы на уроке, а также современные образовательные технологии. А также, что немаловажным является, это психологическая адаптация молодого педагога. Это как установление доверительных отношений между наставником и наставляемым, а также адаптация молодого педагога в педагогическом коллективе и взаимосвязь с обучающимися. Более подробно я хотела бы остановиться на вопросе организации учебных занятий, так как он вызвал наибольшее количество затруднений у начинающего педагога. Один из вопросов анкеты для молодых педагогов звучал следующим образом. С какими трудностями в организации учебного занятия вы столкнулись? И были получены следующие ответы. Студенты не хотят учиться, наблюдается низкая мотивация, обучающиеся нарушают дисциплину на занятиях, студенты не выпускают телефоны из рук. Вы наверняка со мной согласитесь, что современные мобильные устройства, гаджеты, являются большой проблемой не только в средних профессиональных образовательных учреждениях, но и в школах. Дети зависимы от гаджетов. А также низкий уровень знаний студентов, то есть обучающиеся не умеют читать по-английски, строить высказывания, также имеют низкий лексический запас. С проблемой низкой мотивации сталкиваются не только молодые педагоги, но и преподаватели с многолетним опытом. Средний возраст поступающих в наше учебное заведение – это 16 лет. Это период ранней юности. В этот период общество требует профессионального самоопределения. При этом подросток сам должен разобраться в собственных потребностях и склонностях, иметь представление о будущей профессии. Но далеко не все старшие школьники к концу 9 класса могут выбрать профессию и связанный с ней дальнейший путь обучения. Выбор своей будущей профессии зачастую происходит по совету или настоянию взрослых. Тем самым многие студенты оказываются незамотивированными на получение той или иной профессии или специальности, так как пришли учиться в техникум, исходя из чьих-либо наставлений и желаний. И тем самым наблюдается низкая мотивация. Низкая мотивация наблюдается не только при изучении иностранного языка, а при изучении многих предметов. Вопросы, связанные с учебной мотивацией обучающихся, являются очень важными, так как если обучающийся желает овладеть знаниями, то эффективность познавательного процесса возрастает. Для повышения эффективности учебного процесса необходимо формирование положительной мотивации обучения. При отсутствии потребности учиться возникают многие трудности. Низкая мотивация ведет к проблеме с дисциплиной. Студенты чаще отвлекаются, в том числе на гаджеты, и как результат снижается качество знаний. Повысив мотивацию, мы преодолеем трудности и добьемся повышения качества знаний. Существует множество приемов создания и повышения мотивации. На практикуме «Как повысить мотивацию», который проводился для молодого специалиста, мы знакомились с некоторыми из них. Я хотела бы вам представить наиболее интересные и эффективные, по нашему мнению,
который мы используем, который мы применяем на занятиях по предметам иностранный язык и иностранный язык в профессиональной деятельности. Первый прием называется «да-нетка». Я думаю, что вы согласитесь, что необходимо с первых минут занятия привлечь внимание обучающихся и заинтересовать их. Да? В этом как-никак поможет прием «да-нетка». В чем его суть? То есть преподаватель загадывает нечто, предмет, материал ученого или изобретателя, а обучающиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы. На эти вопросы преподаватель отвечает словами «да», «нет» или «и да», «и нет». Да? Так, следующий прием называется «отсроченная отгадка». В начале урока преподаватель дает загадку, удивительный факт, например, отгадка которой будет открыта на занятии при работе над новым материалом. Можно дать загадку и в конце урока, да, чтобы начать с нее следующее занятие. Создание проблемной ситуации. Создать проблемную ситуацию в обучении – это значит ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у студентов эмоциональную реакцию. А эта реакция, следовательно, может повысить интерес, да, к предмету, к теме, следовательно, повысится мотивация в изучении предмета. Хотелось бы обобщить, да, то есть придя в учебное заведение, многие начинающие педагоги сталкиваются со многими трудностями. Я думаю, что одной из миссий, да, лучше так сказать, наставника – это помочь преодолеть молодым педагогам их затруднения, трудности, да, и помочь адаптироваться в учебной организации. Можно сделать вывод о том, что наставничество в системе образования играет важную роль в становлении начинающего педагога. И помощь наставника позволяет быстрее адаптироваться в коллективе, придает уверенность в собственных силах и дает мотивацию к дальнейшему самообразованию и профессиональному росту молодого педагога. Спасибо за внимание, у меня все. Спасибо огромное, уважаемая Татьяна Николаевна. Спасибо, что вы сегодня с нами и представляете свой уникальный опыт в организации среднего профессионального образования. Надеемся, что в следующем году вы опять же включитесь в наш профессиональный конкурс и выступите именно с темой наставничества в СПО. Поэтому, Татьяна Николаевна, ждем ваших дальнейших трудов и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо огромное. Спасибо. До свидания. До свидания. Уважаемые коллеги, на этом у нас завершается первый день нашей международной методической конференции. Итоги будут подведены 13 мая, когда мы уже комплексно обратимся ко всем нашим профессиональным результатам. Спасибо огромное всем тем, которые были, нашим коллегам, которые были с нами, поддерживали нас. Спасибо за ваше общение в чате, нам это очень дорого. Коллеги, завтра мы встречаемся опять же в нашей профессиональной онлайн-студии. С вами начнет работу Марина Анатольевна Гавова. Спасибо огромное, коллеги, до новых встреч.